Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Для вас срочная весточка от вашей судьбы. Давайте посмотрим, о чем вам нужно узнать именно сегодня, именно сейчас, когда вы открыли это видео. Ни о чем не думайте, информация нужная и важная придет сама. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь важную, нужную и полезную информацию. Пусть У вас перемены что-то. Причем перемены будут как и справа, так и слева. То есть и хорошие, и не очень. Не очень, да, тоже будут. Как будто бы все меняется для вас. Как будто бы вы в новую реальность попадете. Вас просят не бояться, не сопротивляться, не держаться за старое, а принять как есть. Вот если не будете сопротивляться, все пройдет как-то гладко, безболезненно. А вот если начнете за прошлое цепляться, сами себя страдать заставите. Это те перемены, о которых вы молились, которые вы ждали. Те перемены, которые вам жизненно необходимы, потому что вы долго как будто бы в каком-то застое находитесь, как будто бы в каком-то лабиринте ходите, а выход все найти никак не можете. И еще я вижу, что через перемены в вашей жизни, то ли это ваши дети, то ли это ваши родные, родители, допустим, да, они ведь тоже жизнь свою поменяют. Вот вижу, что вам будет хорошо, и вашим любимым, родным людям будет хорошо. И даже если у вас нет детей, и вроде родители не с вами, допустим, у вас есть любимый человек, да, через те перемены, которые произойдут в вашей жизни, вашему любимому тоже будет очень хорошо. То есть как-то глобально, все глобально идет. Вы, кстати, очень значимый человек и очень сильно влияете на жизнь и судьбы тех, кого любите, и тех, кто вас окружает. Перемены. Вот смотрите, справа показано больше перемен, слева меньше. Слева 2 перемены показано, справа 2 серьезные, и там еще, как знаете, вдогонку идут. Опять же, вы все разные, да, у кого-то больше, у кого-то меньше будет. Но хороших перемен гораздо больше, чем плохих. Что плохие перемены в себе несут? Какой-то отказ несут. Отказ, да, вам нужно будет отказаться от чего-то, либо от кого-то, может быть, от какой-то дружбы, либо от какого-то сотрудничества, может быть, от общения с каким-то конкретным человеком, от каких-то планов, возможно, вам нужно будет отказаться. Да? Вот это то, что не даст вам никакого результата, либо вообще приведет к беде. И вам от этого нужно будет отказаться. Вернее, сама судьба это отводит. А вы можете за это бороться, вы можете бежать и говорить: нет, мне этот человек нужен, либо нет, это то, о чем я мечтала. А на самом деле исполнение мечты, либо человек может привести к беде. Беде именно в вашей жизни. Вот как 2 события уйдут. Либо 2 человека, либо 2 ситуации уйдут. А что касается хорошего, во-первых, вам корона обещана. Причем корона, я так понимаю, царская, да, потому что она такая большая, красивая. А вам обещан щит. Щит — это то, чем вы себя защищаете, чем оберегаете, что отделяет вас и недобрых людей. То, что является вашей гарантией, что плохого не случится, да, вот какой-то защитный. И еще я вижу здесь свободу, да, свобода. Опять же, у кого-то свобода, как оно есть, да, свобода передвижений, свобода выбора, свобода движения. А у кого-то вот свобода в материальном плане, да, не нужно там экономить, затягивать пояса, не нужно там сложные всякие математические формулы использовать для того, чтобы от зарплаты до зарплаты дожить. Свобода. Еще, кстати, по птице могу сказать, что высоко взлетите, да, сможете высоко взлететь, не просто оторваться от земли, но и высоко взлететь.
И без вот этих событий ваш полет, он невозможен. Ну, допустим, да, вы очень талантливый человек, но вынуждены работать по найму, потому что у вас не хватает средств для того, чтобы открыть свое дело. Либо у вас, на ваш взгляд, чего-то не хватает для того, чтобы, там, не знаю, строить карьеру. Вот. А благодаря этой птице вы высоко взлетите. Так что перемены стоят того, чтобы их дождаться и все это на себе испытать. За прошлое держаться ни в коем случае нельзя. Чем быстрее вы это поймете, тем легче вам будет это все пережить. Вы, скорее всего, такой человек, который быстро привыкает, и вы себя считаете ответственным за других людей. Либо вот если я с кем-то дружу, значит, я как бы должна помогать этому человеку, я отвечаю за этого человека. То есть это как бы неправильно, да? Во-первых, каждый думает сам о себе, а во-вторых, не все те люди, которые нас окружают, к нам хороши. Да? Либо человек может быть до поры до времени хорошим, а потом покажет свое истинное лицо. И все. Да? И будет больно, и будет неприятно, и какая-то катастрофа может случиться. Почему-то показывают, что есть такой человек в вашем окружении, а вы в этом человеке ничего плохого не видите. Ну, либо человек так мастерски прикидывается, да, что плохого вы не видите, а плохое есть в этом человеке. Оно гнилое, оно плохое, оно прорастает в этом человеке. Ну, что есть, то и показали. Дальше. Ваша судьба предупреждает вас о том, что вы скоро какое-то путешествие совершите, как поездка какая-то, путешествие. Это может быть и какой-то ближний маршрут, и дальний маршрут. Может быть сложно, может быть трудно. Могут быть даже какие-то панические моменты, либо проблемы с документами могут быть. Какие-то вот попытки вас остановить будут темными силами осуществляться. Через людей, конечно, темные будут действовать, но вот как останавливают, либо разочаровывают, либо чтобы вы там, знаете, как плюнули, развернулись и ушли. Вот до такого даже могут доводить. Вам не нужно поддаваться на эти провокации. Тихо, спокойно действуйте, да, идите в своем направлении. Пусть вас не остановят, пусть вас в эти моменты не огорчат. Поверьте, ваше путешествие чем-то грандиозным для вас обернется. Кто-то в этой поездке, либо в этом путешествии вообще себя найдет, либо судьбу свою встретит, да, своего суженого, либо свою суженую. Поэтому, мои хорошие, проблемы проблемами, но останавливаться, разворачиваться, возвращаться обратно ни в коем случае нельзя. Вас будут пытаться останавливать, но это делают темные силы, которые против вас работают, которые хотят, чтобы у вас в жизни ничего не происходило, ничего не менялось, чтобы вы в своем этом болоте просто вот тонули тихо, мирно, да, и разочаровывались в высших силах, разочаровывались в себе, в людях, в жизни, во всем разочаровывались. Да? Вот это то, чего они хотят, темные силы. Но судьба всегда дает лазейку, судьба всегда дает возможность, да, что-то изменить, поменять, побывать где-то, кого-то повстречать, с кем-то пообщаться, о чем-то договориться. Сложная дорога, но оно того стоит. Дальше судьба показывает союз двух людей, союз такой весь в трещинах, в каких-то, знаете, сколах. То ли это отношения, которые люди пытались постоянно вот склеить, да? Вроде понимаете, что есть разногласия, что не очень комфортно вместе, но тем не менее вы держитесь друг за друга. То ли, возможно, на ваши отношения постоянно покушались какие-то недоброжелатели, да? Люди, которые хотели вас развести, рассорить, настроить друг против друга, да? Вот делали эти трещины и делали эти сколы. Судьба говорит так, что ваши отношения пройдут самую главную и самую последнюю проверку. И эта проверка, она прям четко выявит, вы должны быть вместе, либо все-таки вам лучше врозь. Что-то такое происходит, как какая-то проблема общая, либо какая-то ситуация. И если вы действуете сообща, вы друг другу помогаете, друг друга поддерживаете, ваши отношения проходят проверку. Если один из вас умывает руки и говорит, это не моя проблема, вообще не буду этим заниматься, все, можно смело прощаться, да, расходиться, разводиться и искать свою судьбу. И обязательно находить. Вот что самое главное. У некоторых людей это привычка, да, вы просто привыкли, вы другой жизни не знаете, ну, либо боитесь другой жизни.
А у кого-то именно любовь, но эту любовь постоянно кто-то подгрызает, хочет испортить ваши отношения. Кто-то прям спит и видит вас развести, разлучить. Вот ваши отношения пройдут проверку. Не бойтесь этого, не бойтесь. Так надо прежде всего для вас, для мужчины и для женщины. Тут вы уже сами себе сможете сказать, хотите ли вы дальше продолжать эти отношения, либо все-таки лучше расстаться. Это не что-то, что не решается. Тут, скорее всего, вот момент объединения. Да? Люди обычно перед лицом проблем, они объединяются, да? И единым фронтом действуют, друг друга поддерживая, да? Прикрывают друг другу спины. А вот если, например, партнер говорит: ой, я ничего не знаю, не умею, не хочу, мне некогда, типа решай сама, разбирайся сама, это уже все тот самый звоночек, который четко показывает, что человек не заинтересован в том, чтобы вам помогать. Человек эгоист, человек вообще не ориентируется на семейные ценности, на пару не ориентируется, и, наверное, ему уже и неинтересно, и скучно в этих отношениях. Вот, проверка, будет проверка. Дальше судьба буквально вам обещает, что вы получите какую-то награду. Награду, которую вы заслужили давным-давно. Награда, которая вот именно, знаете, как по чести, по совести, да, заслуженная, что-то мне идет, заслуженная. У кого-то, сразу говорю, это будет исполнение вашей мечты. Причем мечта может быть как и свежая, вот недавно только лишь мечтали, загадали, а может быть мечта всей вашей жизни. Вот что-то у вас исполнится, потому что вы хороший и добрый человек, вы очень многое перенесли, вы не сломались, не сдались, не обозлились, вы помогаете другим, вы никому зла не желаете, вы человек, знаете, образец, пример для других. И несмотря на все перипетии вашей жизни, вот не было такого, чтобы вы на кого-то нападали, не было такого, чтобы вы там, допустим, какое-то зло в сердце носили. Но вот мне идет, что вам будет за это награда. Награда, которую вы получите, которая вас, конечно же, порадует, которая будет вам очень приятна. И эта награда, она как венец, да, венец всему. То есть вы понимаете, что все ваши мучения, все ваши страдания, мытарства, все это было не напрасно. Вот вам ваша награда, получите, распишитесь. Что конкретно вы получите, я не могу сказать. Вы все слишком разные. Но вот идет мне, что мечта, скорее всего. Ну, либо у кого-то мечта, у кого-то что-то другое. Но это то, что вы сами даже для себя оцениваете как подарок, как награда. Да? Ну, точно не ошибетесь. Дальше. Судьба говорит про какого-то человека, который к вам максимально несправедлив, что этот человек очень сильно вас ошибается, что этот человек еще не раз пожалеет о том, что так себя с вами вел, либо позволял в отношении вас какие-то действия, высказывания, поступки. Ну вот как-то, знаете, негативчиком попахивая, да? Неприязнью попахивает. И этот человек пожалеет. Вы же, если перестанете общаться с этим человеком, никогда не пожалеете. Дальше, мои хорошие, вот здесь речь о каких-то деньгах. Деньги, которые вам нужно будет отдать, заплатить, выплатить. Может быть, это какие-то долги, а может быть, покупка чего-то. Судьба говорит о том, что вас ждет сюрприз. И о том, что заплатив деньги, вы еще и с деньгами останетесь. Возможно, вот как я думаю, да, речь идет о каких-то льготах, о каких-то бонусных программах, либо о каких-то скидках, да, вам сделают скидку, например. Вы сейчас очень переживаете, да, вас прям дрожь кидает, когда вы думаете, что нужно будет заплатить большую сумму денег, и что потом вы останетесь на бабах, да, ничего у вас не будет. А судьба говорит: поживем, увидим, у меня для тебя сюрприз. И я-то понимаю, что какая-то вот прям экономия у вас хорошая. Отдав деньги, вы с деньгами остаетесь. Ну, может, не вся сумма останется, да, но частично деньги у вас останутся. Ну, это такой прям приятный сюрприз, да. Хороший знак. Еще с правой стороны. И
Вы точно порадуетесь. Ну, для вас, да, сюрприз-сюрприз прям идет. Так, дальше. Вот здесь показывает судьба, что вам придется кому-то помогать. Кто-то, кто сам не вытягивает, либо не справляется. Но человек о помощи вас не будет просить. То есть вам нужно будет самостоятельно увидеть и самостоятельно предложить помощь. И, возможно, человек даже будет отказываться, но нужно будет настоять на своем и человеку помочь. От вас точно не убудет. Это не что-то прям сложное. Наоборот, наверное, что-то хорошо знакомое, легкое для вас. Но человек без вас просто не выстоит, да, не выдержит. И помогая этому доброму человеку, вы мало того, что себе как бы плюсы зарабатываете в карму, так вы еще и выполняете волю судьбы. Ну, я так понимаю, что вас буквально направят к тому, кому нужна ваша помощь. Это может быть и мужчина, и женщина, это может быть кто-то и свой, и чужой. Это не важно. Кстати, это даже может быть животное, да, потому что животные не могут просить людей о помощи, они разговаривать не могут. И также, ну, если вы будете помогать, то животное, может, и не сразу поймет, что вы помогаете. Там, испугаться, например, может. То есть вас судьба сама приведет туда, где нужна будет ваша помощь, где нужно будет ваше участие. И вас об этом предупреждают заранее, чтобы вы были готовы и морально, и физически, что да, нужно будет помочь. Ну, либо настоять на предложении своей помощи. Дальше судьба говорит о том, что кто-то из недоброжелателей, либо даже врагов попытается сделать какой-то хитрый, опасный трюк. Человек типа якобы раскаивается, приходит к вам и говорит, что вот ты понимаешь, бес попутал, а я не знаю почему, а что со мной случилось, меня кто-то там настроил против тебя, подговорили против тебя, либо мне так показалось, вот я так дико извиняюсь, ты меня там прости, давай с тобой помиримся, давай с тобой подружимся, но мы же нормальные люди, да, все бывает, вот ты меня пойми, да, какие-то вот слезливые разговоры будут идти, и ваш враг не может вас победить, и поэтому враг решил к вам как можно ближе подкрасться, да, подойти, втереться к вам в доверие. Мои хорошие, ну, не надо путать доброту с глупостью. И если человек уже был замечен в каких-то негативных помыслах, замыслах, действиях, то он точно не исправится. То есть вам говорят, будь умнее, будь как прозорливее, дальновиднее, будь. Не просто так это происходит. Нет такого, что вот бац, на ровном месте там раскаялся, все, простите меня, да, я не хотел, я не буду больше, там, мамой клянусь. Вот если такое услышите, это прям верный знак того, что человек просто перешел к другому плану, взялся за другой план, чтобы вас погубить, да, потому что не получается по-другому. Вы сильный человек, вы сильная личность. И я также вижу, что у вас есть мощная поддержка. Вы можете ее видеть, вы можете ее не ощущать. Вы можете ощущать, да, но поддержка есть. То есть люди знают, кто вы такая, люди знают, кто вы такой, и так просто голыми руками вас не возьмешь. И поэтому вот самый такой хитрый враг, который все никак успокоиться не может, решил действовать хитро, да, втереться в ваше доверие, как можно ближе к вам подойти, чтобы посильнее вас толкнуть, либо ну, что-то плохое с вами сделать. Поэтому не верьте таким людям. Не надо вот прям открывать объятия и говорить, ой, да, я так рада, конечно, давай будем дружить, давай все забудем. Явно что-то тут нечисто, нечисто. Еще, смотрите, сам придет и сам просить начнет, еще как-то даже унижаться перед вами будет, разыгрывать какую-то, вот, знаете, жертву, раскаяние и прочее, прочее. Не надо верить, не надо, потому что ничем хорошим это не закончится, может закончиться чем-то очень сильно плохим. Если вы впускаете в свой дом врага, ну, будьте готовы, что дом загорится, да, вот как-то так мне идет. Надо быть поумнее, прозорливее, дальновидней и, конечно же, быть начеку. Люди так просто с кондачка не меняются. Нет, бывает, конечно, момент, когда люди там могут раскаяться, но это не тот случай, и это не тот человек, который раскается. Даже давайте опираться на то, что вы человек добрый,
адекватный, вы никому ничего плохого не делали. И если кто-то с вами соперничает, либо враждует, значит, с тем человеком что-то не так. Да? А если с человеком что-то не так, он не может исправиться в один момент. Это все какое-то, знаете, наигранное, за уши притянутое, как лицемерие. Да? Мне идет лицемерие. Будьте повнимательнее. То есть получается, что ваша доброта иногда вас в ловушки загоняет, да? В капканы. Надо быть добрым человеком, но не везде, не со всеми и не всегда. Понимаете, нужно быть прежде чем добрым, умным человеком, потом уже добрым. И тогда все будет хорошо. Дальше. Ваша судьба говорит о каких-то заработках, которые у вас начнутся. Ну вот как 2 периода показано. 2 периода. Это может быть и как 2 дня, так и 2 недели, и даже 2 месяца. Но 2 года навряд ли. Хотя, может быть, у кого-то и 2 года отыграется. Но это прям совсем маловероятно. Заработки, которые могут в корне изменить ваше финансовое положение. И именно идет информация для того, кто смотрит эту отсыпку. То есть это не для кого-то из ваших близких, это конкретно для вас информация. Чтобы зарабатывать много, вам придется учиться, вам придется расширять свой кругозор и какие-то вот новые знания постигать. Без этих новых знаний больших денег не будет. Опять же, это не обязательно, что вам нужно идти, там, садиться за парту и учиться. Это может быть и самообучение, и обучение, вот вам, знаете, как передает кто-то знания. Ну и также, возможно, у кого-то какие-то курсы могут быть. Благодаря этим новым знаниям вы можете действительно зарабатывать много. И также я вижу, что эта работа, либо этот источник дохода, он буквально у вас, ну вот прям перед глазами появится. То есть это не то, что вы там бегаете, сломя голову, ищете, где бы заработать, где бы там работать, а оно как-то само приходит, да? В нужный момент оно приходит само. Показано 2 периода времени. Но большие деньги доступны только лишь через знания. Этих знаний, к сожалению, у вас пока нет, либо их недостаточно, да, для того, чтобы были большие деньги. Как только вы обретаете знания, так и большие деньги приходят в вашу жизнь. Неважно, сколько вам лет, неважно, вы мужчина или женщина, кто смотрит меня, заработать можно в любом возрасте. И это честные заработки, это не что-то там нелегальное, да, честные заработки. Так, еще темный период. Темный период подходит к концу, но чем ближе конец этого темного периода, тем страшнее становится. Я так понимаю, речь идет не конкретно о вас, а конкретно о том, что происходит вокруг вас, да, о социуме, о каких-то событиях, там, где вы живете. То есть будет казаться, что хуже уже некуда. И после этого у вас темный период заканчивается. Он, кстати, заканчивается не только для вас, но и для других людей. Еще я вижу, что судьба вам буквально кого-то пошлет того, либо ту, кто вам какое-то направление укажет. Ну, буквально координаты, да, не знаю, направление укажет. Скажет, иди туда, либо едь туда. Какой-то человек, и вам нужно будет этого человека послушать. Человек говорит устами судьбы. То есть понятно, что судьба это не может к вам подойти и сказать, так, вот тебе адрес, туда поезжай. Нет, это будет через какого-то человека. Вот конкретно мне почему-то идет, что будет сказан адрес, направление, адрес, ну еще какие-то контактные данные, может быть, будут сказаны. Куда-то вас направят. И почему-то мне кажется, что это связано как-то с вашим здоровьем, состоянием здоровья. То есть все можно изменить, все можно исправить, либо можно улучшить, но вот через какого-то человека вам скажут, куда ехать. Конкретно вот рекомендация, что там помогают, там лечат, там, ну, как исцеляют, возможно, вам скажут. Кстати, это не обязательно поликлиника, это не обязательно какой-то доктор. Это может быть и особое место силы. Это даже может быть какой-то народный, как представитель народной медицины. Да? Так что имейте это в виду. Вот конкретно адрес говорят.
И сама судьба этого человека к вам посылает, чтобы вам сказали адрес. Обязательно поезжайте. Поезжайте, не пожалеете. То, что вас беспокоит по поводу вашего здоровья, либо совсем уйдет, либо практически будете не замечать. Опять же, вы все разные. У кого-то лечится, у кого-то уже хроническое, и там уже ничего особо не поделаешь. Но можно купировать, можно с этим жить, и можно минимизировать эффект от этих всех заболеваний, состояний. Так, еще показывают большое красивое кольцо. Кольцо союз. Да, у кого-то это будет конкретно союз, а у кого-то это именно кольцо. Кольцо у вас прям на линии судьбы лежит. По судьбе, да, по судьбе будет союз. Союзы у нас разные бывают: любовные, семейные, творческие, деловые, дружеские. А если это конкретно кольцо, то, скорее всего, такое классное кольцо, которое вы будете носить, любить, и потом еще будете там передавать, да, дочке передадите, либо невестке передадите, там, внучке передадите. Какое-то красивое кольцо. В этом кольце как будто бы какая-то сила есть. Сила. Либо это станет вашим родовым кольцом, да, если будете передавать по наследству. Но вы поймете. Вы поймете. Неважно, вы сами себе купите, либо кто-то вам купит, подарит. Как оно к вам попадет, это не важно. Важно, что это кольцо будет вашим, и вы будете его передавать. Кольцо как защищает, как помогает, как очищает. Да? Вот какое-то необычное мне идет кольцо. Дальше. Вот для кого-то то ли ремонт идет, то ли переезд. Вот буквально как будто бы живете в новом доме. Да, можно так отремонтировать, что будет казаться, что это новый дом. А у кого-то конкретно идет переезд. Переезд на новое место жительства. Даже если не хотите, даже если вам это и не надо, судьба говорит надо, значит надо. Смотрите, если речь идет про ремонт, то вам нужно будет все контролировать, считать, контролировать, там буквально, не знаю, на этой стройплощадке проводить время, да, чтобы вас не обманули, чтобы не затянулось все на долгие месяца. Если речь о переезде, то переезд у вас, вот смотрите, не потеряйте ничего, когда будете переезжать, да, потому что какие-то важные вещи могут потеряться. И опять же, да, люди там спешат переезжать, либо еще что-то там где-то выпало, потерялось. Все проверяйте, важные вещи всегда держите при себе. То есть это тоже важно знать. Еще, мои хорошие, я вижу женщину, с которой вас сама судьба сведет. Женщина необычная. Необычная у женщины какое-то особое видение, либо какой-то особый талант, способности какие-то особые. И вот вижу, что с этой женщиной вы настолько вот судьбами переплететесь. Не знаю, как сестра, что ли, вам станет. Либо, если постарше, то как мама. У вас очень многое будет связывать и объединять. И еще мне идет, что с этой женщиной вы уже пойдете до конца. До конца. Даже если вы не ищете себе новых подруг, даже если вас это не интересует, такая женщина у вас в жизни появится. Сама судьба к вам эту женщину представит. Но представит не как там стража, либо какого-нибудь учителя, а представит как именно подругу, помощницу, как доброе родное плечо. Вы точно не пожалеете. Дружба здесь крепкая, и отношения очень честные, открытые и справедливые мне идут. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.